Вот звук какой приятный. Хшит. Можно в другую сторону. Это очень приятная работа. Очень. Вот самая лучшая работа — это вот резать, наверное, сидеть. Ремесло как искусство начало открываться Аслану Абаеву еще в детстве. Родители решили отдать его в художественную школу, потому что чувствовали в сыне талант, который нужно развивать. Под руководством профессионалов он знакомился с разными техниками и видами творчества, осваивал базовые навыки и принципы работы с материалами. А более сложные, выразительные изделия были изготовлены им уже в училище. Он стал различать в необработанной текстуре и форме то, что недоступно взгляду большинства – утонченную красоту, скрытую гармонию, которую он раскрывал, не нарушая фактуру материала. Учился где-то в классе 6, я пошел в школу художественную. Мы все делали, аппликации делали, гобелены ткали. Легче работать, когда ты знаешь, школа какая-то есть за спиной, багаж. Образование у меня среднеспециальное, художественное училище. В 1981 году я поступил, окончил в 1984. Первые изделия начал делать в училище, там вот задания давали, задание дали тарелку сделать. И вот я сделал тарелку, вот она, так ничего особенного. В училище мы проходили все, вплоть до скульптуру, чтобы человек как художник работал, сформировался. Там все проходили, даже расписывали тарелки, вот даже такое. И все-таки из множества видов творчества, с которыми был знаком Аслан Абаев, больше всего его привлекла художественная обработка дерева. Резьба не просто ремесло, а лучшее занятие в мире, где удовольствие от процесса переплетается с радостью от увиденного результата, утверждает мастер. Я выбрал дерево только из-за того, что это счастье резать. Звук дерева, когда ты режешь, такой звук иногда бывает фантастический. Для счастья многого не надо. А потом ты сделал изделие, она красивая, она нравится людям. И это вообще бывает очень прекрасно. Иногда, когда ты работаешь, и у тебя изделие получается, ты спать даже не хочешь. Ты берешь и до 4 работаешь. Думаешь, что я работал до 4, а это тебя заставило. Это увлечение, она как говорится, лучшее в мире занятие – это резьба по дереву. Хотя бы если бы я занимался резьбой по камню, мне бы это тоже так нравилось, я бы тоже удовольствие получал. Живописью, если бы я занимался, очень мне нравится. Просто времени нет у человека. Еще и навыки нужны. Чтобы быть живописцем, это надо каждый день рисовать. Рисовать я себя заставляю. Это единственное, что плохо. А художник, чтобы не рисовал, какой он художник? Не художник. Работы мастера разнообразные, но в последние годы особое место в его творчестве заняли пивные чаши. Эти изделия наиболее ярко отражают традиции народного художественного промысла, соединяя в себе эстетику, практичность и связь с осетинской культурой. Они и функциональны, и символичны. Получилось вообще нечаянно, можно сказать. Общался со Славой Джанаев, который Реком восстанавливал, его ребятами. Я приезжал, помогал там убирать, помогал. И Славе один раз говорю, в Реком вырежу чашу. Я очень долго вырезал, я сделал 3 стороны. На каждой стороне обозначил Реком, Калгабарта и Таранжилиус. Понравилось им, когда бывают праздники Реком и Бон, молятся этой чашей. И как-то с этого пошло. Хотя у меня дипломная работа была тоже чаша, там была деревянная сама, и ручки были из меди. Она до сих пор сейчас в училище художественном, возят ее на выставки за границу. Чаши мне так нравится резать. Я бы хотел, чтобы больше людей вырезали чаши. Это очень, можно сказать, и востребовано в каждом доме. Чаша должна быть, чтобы молиться. В праздники. Это прекрасно. В
В его семье не было профессиональных ремесленников. Однако деды и прадеды, как и все мужчины в селе, владели навыками работы с природными материалами. Это было не столько искусством, сколько жизненной необходимостью. Из древесины создавали все, что нужно для быта – посуду, мебель, инструменты, средства передвижения. Теперь, работая с деревом, Аслан Абаев как будто продолжает традицию своих предков. В нашей семье никто не занимался вот этим ремеслом. Единственное, я знаю, что в крови у Астина есть, вот когда в горах жили, естественно, мебели не было. И мебель делали из веток, из деревьев. До недавнего времени в Алагире еще сохранялся стул, сделанный дедом. Потому что мебели не было, ты не купишь нигде, не в горах ты. И делали утварь, посуду делали. Мне очень нравятся вот эти изделия, они стариной веют от них. Искусство обработки древесины в Осетии формировалось на протяжении веков. Однако в республике есть рощи, которые всегда считались священными. В таких местах строго запрещалось вырубать деревья, поскольку они не только почитались как часть природы, но и служили естественным барьером, защищая населенные пункты от разрушительных лавин. Одно из таких мест находится в родном селе Мастера. Мы выходцы с Шиба, и я ездил туда, очень красивое место, очень приятно, там солнечная долина, природа очень буйно растет. Если трава у нас вырастает 50 сантиметров, там она метр вырастает. Вот такая энергии больше, солнечная долина. Там есть деревья, которые нельзя было ни в костер кинуть, она была святая. И это было продиктовано тем, что в горах сходят лавины. Если лавина сойдет, она может село все стереть и погибнут все. Деревья, они препятствовали сходу снега. Естественно, они святые были, и, они, наверное, и были святые, и еще и помогали людям. Но я верю в это, что дерево может быть святое. В нардском эпосе же есть, когда Сослан за колесом бежит и просит, там было дерево, ольха, отказала. И он проклял ольху, чтобы обдирали кору и делали краску. Она на самом деле красит. Я попилил ольху, и дождь вышел, и смотрю, под опилками красная. Думаю, откуда эта краска? Оказывается, это красные вещества вымыло, и они потекли вот так. И как в нардском эпосе, это вообще нардский эпос, это очень интересная книга. Я ее прочитал, видимо, 4 раза. Еще надо прочитать, потому что это кладезь информации, очень много интересного в нардском эпосе. Аслан Абаев работает с самыми разными породами дерева, но особое место в его сердце занимает груша. Она идеально подходит для посуды, прочная, красивая, с приятной текстурой, которая раскрывается под резцом мастера. Но мир древесины богат оттенками. Акация удивляет легкостью в работе. Самшит пленяет своей прочностью и узорами. А ольха, засыхая, становится неприступной, словно страж древних тайн. Только липа не трогает душу резчика. Слишком она мягка, лишена характера. Материал я беру в разных местах, друзья привозят. И где-то в городе пилят деревья, остановился, пенек закинул, они с удовольствием дадут этот пенек, потому что их надо увозить куда-то. А ты придешь, они тебе с радостью дают. Если еще узнают, что ты резчик по чаше режешь или там ложки режешь, они еще с удовольствием больше отдадут. А в основном так бывает, по городу где-то же дома строить начинают, и деревья порубят, повалят. По Зортово наверху, я недавно капы срезал, там повалили деревья, и долгое время лежали. И я пришел с бензопилой и капы отпилил, привез, они ждут свое время. Я думаю, с них получится хорошей работы. Надеюсь на это. Дерево само подсказывает, где применить резец, а где дать волю природной форме, утверждает Аслан Абаев. Бывает, что изгиб, который сначала казался ошибкой, рождает подлинную красоту.
Ручная работа не стремится к идеальным линиям. Она ценит уникальность каждого изъяна. Иногда работаешь, да, и вот с дерева что-то ты стесал, да, и после жалеешь, как надо было, как вот она идет, так и вот она тебе сама диктует, как делать. Когда с деревом работаешь, ну, чаша, она имеет какую-то структуру, она как море, она вот, у нее волны, вот эти все структуры, и по ней режешь, и вообще удовольствие, потому что потом структура еще тебе в помощь. Надо чувствовать форму, вот масштаб, вот форма, например, вот они должны как-то соответствовать. Вот можно сделать вот такую чашу, и здесь такие завитки, она не будет смотреться. Вот это надо как-то чувствовать. Я думаю, любую можно идею воплотить в дереве, было бы желание. Вот есть мастера, которые даже пена, вот с пива вылилась, феноменально так, вот это надо пена же, очень трудно ее отобразить, а они ее отобразили. В его резьбе оживают узоры, уходящие корнями в древние традиции. Осетинский орнамент с его строгой геометрией, растительными мотивами и стилизованными изображениями животных находит новое звучание в руках мастера. Особое место в творчестве Аслана Абаева занимают инициалы, которые он виртуозно зашифровывает в своих работах. Веточка, изящный изгиб линий или малозаметный знак – как невидимая подпись художника. Инициалы люблю делать, я их делаю по-разному. Вот у меня, например, ветка, и вот там зашифровываю свои инициалы. Но мне это интересно, так вот, не знаю, другие говорят, зачем ты тратил время. Ну, это же как вот инициалы зашифровать, это, ну, очень нелегко. И, говорит, их только ты знаешь, и, говорит, никто. А мне приятно, что только я знаю. Тоже интересно. Мастерская резчика – это особый мир, где каждый инструмент занимает определенное место и хранит историю своего появления. Разнообразие станков открывает простор для экспериментов и новых идей. Однако, несмотря на это изобилие, Аслан Абаев убежден – одного станка достаточно, чтобы создать все, что нужно. Важно не количество инструментов, а умение ими пользоваться. На привоз хожу часто и покупаю стамески. Нужно мне, не нужно. Вот когда смотрю, стамеска хорошая, покупаю. Ну, еще раз говорю, можно с одной стамеской вырезать чашу. Веками горцы создавали изделия, используя простые, но гениальные технологии. Аслан Абаев продолжает эти традиции. На специальных станках он вытачивает и совершенствует свои инструменты, добиваясь их предельной точности. Для заточки вот сделал инструмент, вот трубку на вал одел, наждачкой обмотал, очень удобно. Вот. Включаешь, хочешь. Аслан Абаев не только резчик по дереву, но и искусный мастер работы с камнем. Это увлечение он открыл для себя сравнительно недавно. Режущие инструменты, алмазные диски и тщательное нанесение гуаши для перевода рисунка – каждый этап работы требует терпения и сосредоточенности. И результат всегда впечатляет, несмотря на то, что каменные работы требуют меньших трудозатрат, чем древесные. Попробовал работать по камню, очень понравилось мне. Приятная работа, вот, ну, единственная пыльная, надо на улице работать. Вот одна из самых приятных моих работ, вот она для меня самая дорогая, можно сказать. Мама ее использовала как гнет, на капусту ложила. Я ее достал и думаю, что же сделать в память матери. И решил сделать тогда яблоко, это вот символ женщины. И вот как солярные знаки сделал, символ, вот это голубь, который воровал яблок. Вот это можно буквально за один день сделать, эта работа. Вот когда режешь, это надо резать, вот я режу месяцами. Вот рисуешь, наносишь этот гуашь белую, потом переводишь рисунок свой, и потом по нему окантовку прочерчиваешь вот этим станком, вот этими алмазными резцами, потом смываешь все. И потом тонируешь ее, я вот тонирую, льняное масло беру с углем, мажу,
и потом на печку ставлю, она от температуры вот становится стариной, короче, вот во все щели заходит, и вот от нее стариной тогда веет. Важный этап творческого процесса – создание эскиза и модели в пластилине. Это помогает точно передать замысел и увидеть будущее произведение еще до того, как резец коснется дерева. Такой подход позволяет почувствовать форму, текстуру и пропорции, не нанося ущерба материалу. Дает возможность вносить коррективы до начала работы с древесиной. Здесь у меня лепка. Удобно, когда делаешь изделия, лепишь их из пластилина, ты смотришь, и резать удобнее, намного удобнее. Минусы тоже есть, естественно. Когда вырезаешь хаотично, получаются интереснее работы, такие какие-то эти. Зато ты здесь идею вкладываешь свою, и свою идею ты уже в изделии, ты ее показываешь, она у тебя получается. Вот это изделие с нардского эпоса, это вот как появилось пиво. Птички поклевали солод, зерно, попили воды, солнце их разморило, и они опьянели. Хочу сделать чашу. Вот еще чашу не слепил, еще слеплю ее. И на чаше будет на одной ручке, с одной стороны, видимо, вот ласточка с жемчужиной этой. Мне надо как-то вот пластилине слепить, потом в дереве уже не переделаешь. Каждый новый проект всегда своего рода внутренний вызов. Часто приходится сталкиваться как с собственными, так и с чужими сомнениями. Но для настоящего мастера это не преграда, а стимул, возможность оценить свои силы. Стремление воплотить задуманное в реальности является тем, что движет вперед, несмотря на все трудности. Я художнику показал одному эскиз, и он говорил, это, говорит, не для дерева работа, слишком много. Но мне так интересно было, как это не для дерева, я ее вырежу. И я ее вырезал. Резать было трудно. Вот когда режешь, фиксируешь, чтобы не порезаться. Работал долго, где-то месяца 3, если так разобраться, вот суммировать. Инициалы в виде оленя, и вот это А, второй А и Л. Вот здесь у меня написано «семиветвевый олень, приносящий счастье и изобилие». И здесь у меня олень, и в ней зашифрованы мои инициалы. Абаев Аслан Леонидович. Вот это Л. Вот в этом стуле я сделал тоже инициалы, тоже А, Л. Вот здесь тоже ковшик. Это было... У меня был вопрос, или сжечь печи ее, или сделать с нее изделие. Вот что-то вырезал, не знаю, ковшик можно назвать, не знаю. Вот здесь тоже у меня инициалы А, Л, А. Тоже вот как корни идут, тоже инициалы сделал. Вот это бараны, это вот фарн, символ изобилия. На чашах они беспроигрышно всегда. Здесь тоже вот инициалы сделал в форме барса. Стараюсь тонкие делать, не знаю, нравится. Вот в музее тоже я смотрел, там тоже тонкие чаши, видимо, тонкие. Стоят, вот в музее, если они стоят столько просто, думаю, это тоже простоит. Вот эти изделия так интересные. Вот это я вырезал, как бы сплетенная, да, вот. А это из природная. Она сама, природа ее сделала, ветку. И мне нравится вот это больше. Кому-то нравится вот эта резьба, кому-то... все по-разному. Ключевая часть процесса – обработка готового изделия. Чаши, вырезанные из цельного дерева, требуют особого внимания. Важно сохранить их природную красоту. Чтобы укрепить структуру, дерево кипятят, смазывают жиром и сушат. Для посуды мастер использует только безопасное пищевое масло – льняное или тиковое. Оно глубоко проникает в древесину, обеспечивая ее долговечность. Чаши вот эти нельзя покрывать лаком, это же все-таки пиво наливается, ты пьешь. Вот
льняное масло, вот эти все льняным маслом, а вот это тиковым маслом я обработал. Это тоже пищевое, она ничего вредного нету. Добавляется в нее еще канифоль, добавляется еще воск. Воск тоже дает сохранность. И вот когда мажешь, не успеваешь даже мазать, она вот так впитывает ее, впитывает. Вот она вся... Здесь ровно 400 грамм тикового масла впитано в печке при температуре 150 градусов сначала я делал, а потом я доводил до 180. Вот это все стекает масло на сковородку, потом ты ее берешь со сковородки кисточкой, на нее мажешь, она ее впитывает, опять ложишь, и вот это процесс такой чуть-чуть нудный. В общем, все пищевое должно. Ну, естественно, уже на стул тоже льняное масло. Зачем? Вот, мне нравится ее цвет. Вот, не люблю, когда блестит. Блеск меня вот, не нравится, мне нравится матовое. В мастерской всегда есть дрова, необходимые для обогрева в холодные дни. Иногда среди них тоже можно найти подходящие заготовки для будущих изделий. Дровами я топлю печку. И иногда вот полено попадается какое-нибудь интересное. Ну, вот интересные. И ты ее можешь сжечь, а можешь сделать с нее изделие, которое будет, ну, красивое, всем будет нравиться. У меня те работы с лепкой, а это вот что получится, то и получится. Вот хочу вырезать оленя. Вот олень и рога будут идти вот сюда вот так. Как бы голова оленя и чаша. И вот потихоньку вырезаю ее, вот что получится, не знаю. Это вот кап, резал, какую-то вот у меня в голове идея была. И я вот срезал, вот эту часть срезал. А вот эта красивее часть, она природа, вот она как дерево, как красивая. Очень крепкая акация, режется, ну приятно режется, вот звук такой даже бывает, красивый. Резчик по дереву стремится расширить ассортимент своих изделий, создавать более разнообразные и многогранные работы. Вкладывая в каждый предмет свою уникальную философию, он мечтает соединить функциональность с искусством, чтобы его творения стали не только частью быта, но и частью культурного наследия. Заказы – это не мое, это не мой конек. Я делаю то, что мне нравится, а там людям решать, им нравится или нет. Человека предназначение сделать что-то красивое, что-то хорошее, что-то нравящееся вот людям. Люблю удивлять людей, вот в работе чем-то удивить людей. А когда вырезаешь и красиво что-то получается, что-нибудь, это вообще, это, наверное, счастье. Для Аслана Абаева резьба по дереву словно космос, у которого нет границ. Шаг за шагом, как исследователь, он открывает для себя бескрайние возможности материала и находит радость не в создании идеальных отшлифованных работ, а в самом процессе. Не обязательно рисовать уметь, не обязательно лепить. Можно работать по вот ощущению, вот как тебе нравится, так и делай. Людям тоже понравится. Надо только вот молоток, резец один, и можно чашу вырезать. Всю от конца до конца. И это будет даже интересно самому. Есть же люди, которым нечем заняться. Вот они с ужасом бывает у них. Зимой что я буду делать? У меня в садогороде вот. И говорит, что я буду делать? Вот я, говорит, в садогород приезжал, говорит, работал, вот, говорит, такое удовольствие получал. Сейчас, говорит, зимой дома буду сидеть. Я, говорит, даже не представляю, чем я буду заниматься. Вот если бы человек вот так взял, да, и вырезай, получится, получится, не получится, не получится. Но это тоже интересно работать. И вот, ну, я бы советовал многим заняться. Сегодня Аслан Абаев продолжает развивать мастерство и вдохновляет окружающих своим примером. Он призывает людей не бояться неудач и трудностей, ведь именно в этих испытаниях кроется настоящая радость, появляются новые идеи. Ремесленник утверждает, что искусство старых мастеров не исчезло. Хотя их стало меньше, они продолжают передавать свои знания и опыт молодежи. Именно это наследие, переплетаясь с современными подходами, служит фундаментом для новых произведений, в которых отражается дух времени
и особенности каждой эпохи.